16 марта 1837 года военный инженер полковник Гарл Бюрно подготовил записку по проекту оборонительных башен на Абхазских берегах между Анапою и Бомборами, в частности в Гагре и Пицунде. Предполагалось выстроить два рода башен. Первая двухэтажная для обороны рейда и прикрытия взморья. На первом этаже зарядный погреб, который сообщался бы с верхним этажом с помощью каменной лестницы. На втором – орудие. Стены башни из бутового камня или кирпича. Вторая башня аналогичная, но для обороны со стороны гор. 16 марта 1920 года в Сухумском театре Алаизи состоялось выступление знаменитого поэта-футуриста Василия Каменского. Об этом сообщала местная газета «Наше слово». В один вечер Василий Каменский прочел две лекции «Как надо жить в Сухуми» и «Что такое футуризм». 16 марта 2010 года президент Сергей Багапш назначил Вячеслава Чирикбу специальным представителем президента Абхазии по переговорному процессу. 16 марта 2011 года в Абхазии введены почетные звания «Заслуженный работник Высшей школы Республики Абхазия» и «Заслуженный деятель науки Республики Абхазия». 16 марта 2011 года в Абхазии вступил в силу закон, предусматривающий уголовную ответственность за организацию и проведение азартных игр. В соответствии с ним организация казино, игровых клубов, проведение азартных игр с использованием игровых автоматов, а также в глобальной сети интернет с помощью специальных компьютерных программ будет наказываться штрафом в размере 500 тысяч рублей, либо лишением свободы сроком от 1 до 2 лет с конфискацией специального оборудования, используемого для организации проведения азартных игр. 16 марта 2012 года Дмитрий Медведев подписал указ о назначении главы администрации Краснодарского края Александра Ткачева специальным представителем президента Российской Федерации по Абхазии. 16 марта 2012 года в рабочем режиме начал функционировать новый комплекс многостороннего автомобильного пункта пропуска «Адлер», связывающего Краснодарский край и Абхазию. Особенностью пункта пропуска стала новая схема движения автотранспорта. Каждый вид транспортного средства, будь то автобус, легковой или грузовой автомобили, имеет специально выделенную территорию для автономного прохождения всех необходимых контрольных процедур. 16 марта 1882 года родился Александр Лукин, археолог. Коллекция Лукина по археологии Северной Абхазии о раскопочных материалах имела большое значение для развития науки. Он передал в Эрмитаж, затем опубликовал в трудах Эрмитажа сведения о большой части собранных им в Абхазии предметов эпохи бронзы и раннего железа. Он также исследовал памятники эпохи неолита. 16 марта 1945 года родилась Нателла Акаба, политолог, общественный политический деятель, секретарь Общественной палаты Республики Абхазия. Выпускница исторического факультета Московского государственного университета в 1981 году защитила кандидатскую диссертацию в Институте востоковедения Академии наук СССР. Работала преподавателем Ереванского политехнического института. Затем преподавательскую работу продолжила в АГУ. Является доцентом кафедры всеобщей истории. В предвоенное время принимала активное участие в деятельности Народного форума Айтгалара. Была членом Президиума Народного форума, депутатом Верховного Совета Абхазии первого созыва, заместителем председателя парламентского комитета по правам человека. В период грузино-абхазской войны представляла абхазскую сторону в составе официальных делегаций. В послевоенное время была министром информации и печати Республики Абхазия. Политолог Нателла Акаба, активный участник грузино-абхазского диалога, является председателем правления Ассоциации женщин Абхазии и возглавляет неправительственную организацию «Центр поддержки демократии и прав человека». С 2007 года трижды избиралась секретарем Общественной палаты Республики Абхазия. Награждена орденом Айхтапша третьей степени. 16 марта 1954 года родился Резо Кация, историк, кандидат исторических наук. Тема диссертации «Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа и их взаимоотношения с местными народами». С 2006 года Резо Кация – заведующий кафедрой истории России и зарубежных стран. Он автор свыше 20 научных работ и статей. 16 марта 1957 года родился Зураб Ачба, живописец, выпускник Сухумского художественного училища, принимает участие в выставках Союза художников Абхазии, работы находятся в частных коллекциях России, Турции, США, Англии.
16 марта 1962 года родилась Эмма Гамисония, вице-спикер парламента Республики Абхазия, кандидат философских наук, заведует кафедрой политологии и социологии Абхазского государственного университета. Сфера научных интересов – политическая культура и идеология. Эмма Гамисония – депутат парламента Республики Абхазия 3, 4 и 5 созывов. 16 марта 1970 года родился Эдуард Пантия, герой Абхазии. В рядах абхазского ополчения с первых дней войны. Неоднократно совершал вылазки в тыл врага, участвовал в сооружении оборонительных укреплений. Принимал активное участие в январской, мартовской, июльской и сентябрьской наступательных операциях. Завершил свой боевой путь на государственной границе Абхазии по реке Ингур. 16 марта 1966 года родился Гурам Инапшба, герой Абхазии, кавалер ордена Леона. С начала грузино-абхазской войны находился в рядах абхазского ополчения, участник партизанского движения. Во время июльского наступления при взятии села Шрома в критический момент возглавил штурмовой отряд, который завладел Шромским мостом. В военной биографии Гурама Инапшба и боевые действия за Сухумскую телевышку в сентябре 1993-го, где ему было поручено командовать ротой. Гурам также командовал ротой в ходе Ладской операции в 1994 году. За последние 10 лет в день 16 марта самая высокая температура была зафиксирована в 2013 году – это 18 градусов. Самая же низкая температура в 2010 году – -1 градус.